Привет, друзья! Продолжаем марафон новостей на канале Антонов ММА. На очереди у нас исторический поединок, без лишних слов, то, ради чего мы здесь собрались. Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился с Конором Макгрегором. Сколько было сказано до боя, мнения, реакции, анализы техник бойцов, и вот они сошлись в клетке. Горячий выпуск, поехали! Кроуфорд против Бенавидеса, поединок двух непобедимых боксеров. Принципиальный бой за титул чемпиона. На кого поставишь ты? Переходи на париматч по ссылке в описании. Выбери своего чемпиона и получи денежный бонус. Не поверю, пока не увижу обоих в клетке, говорили болельщики, сомневаясь, что бой состоится. Невероятное событие. История. Итак, Хабиб Конор, два бойца и рефери Херб Дин в октагоне. Никого более, никого лишнего. С первых же секунд удается Хабибу посадить Конора на пятую точку, тем самым выгадал он для себя более удобную позицию, взял Конора в замок, Конор пробовал отбиваться, что интересно, первые 40 секунд прошли вообще без значимых ударов, были только короткие, безамплитудные удары. Публика в зале начала свистеть, ирландские болельщики напомнили о себе, что не все в зале поддерживают Хабиба Нурмагомедова. А Хабиб, несмотря ни на что, ни на какие мнения окружающих, закручивал Конора. Мы увидели в первом раунде реализацию плана Хабиба на бой – измотать соперника. План по первому раунду сработал. И появился вопрос, сколько же сил осталось у Конора Макгрегора? Первый раунд прошел за Хабибом. Второй раунд — грандиозное начало, просто сумасшедшее выступление Хабиба на руках в начале раунда, попадание в голову Конора, а после этого Хабиб начал постепенно наращивать темп, казалось бы, куда больше, но это так, в принципе, делал то, о чем он и говорил до боя. Все в точности по сценарию его отца Абдулманапа Нурмагомедова, то, о чем он говорил до боя. Хабиб просто избивал Конора, серия ударов, удар за ударом. После этого переходит в захват руки и просто говорит: «Сейчас я сделаю тебе больно, сделаю болевой». Но Конору надо отдать должное, он защищался и пробовал атаковать в отместку. Второй раунд тоже за Хабибом, и опять вопрос, сколько же сил осталось у Конора Макгрегора? Все эксперты только и говорили до боя, что если Хабиб выстоит до второго раунда, уйдет от левой руки ирландца, то велик шанс его победы. Третий раунд начинается с разменных атак, Хабиб не спешит идти в борьбу, оба работают локтями, после боя переходит в перестрелку обоих бойцов, в принципе бой так и прошел в стойке. Четвертый раунд. Хабиб не стал играть на территории Конора. Перевел его на канвас, прижал к клетке и там как рыба в воде. Удар за ударом Хабиб поедал запас сил Конора. Взял на захват его и уничтожил. Победа! Друзья, Конор постучал, а Хабиб остается чемпионом. И что интересно, началась драка в зале, все в шоке. Драка с обоих сторон. Об этом в следующем выпуске, а пока это все. Бой получился ярким, историческим, и Хабиб остался чемпионом. Поздравляю, друзья!